рамках нацпроекта «Экология» в республике началась реализация региональной программы «Чистая вода». Первым крупным объектом реконструкции стала водоочистная станция Алекминска. Воду какого качества пьют якутяне, какие еще объекты предстоит построить и реконструировать в ближайшее время, мы узнаем у Виктора Романова, заместителя министра ЖКХ и энергетики республики. Виктор Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какова обеспеченность чистой питьевой водой в республике на сегодняшний день? Обеспеченность чистой питьевой водой по республике, она достаточно такая низкая, да, по сравнению со среднероссийским показателем. Это потому, что у нас свои особенности нашего субъекта дали такой показатель. Также все объекты, которые ранее были построены, они на сегодня довольно-таки изношены, да? Все постройки прошлого столетия, и это скопилось и на сегодня дает результаты о том, что показатели у нас 54% населения потребляет качественную воду из централизованных систем водоснабжения. А в скольких населенных пунктах республики предстоит реализация региональной программы «Чистая вода»? Согласно программе планируется реализация объектов, проектов, можно сказать, 56 объектов в 22 муниципальных районах республики. В прошлом году мы приняли соответствующую программу региональную, так и называется «Чистая вода». И в рамках этой программы у нас период с 19 по 24 годы будет реализовываться данный проект. А что изменится с выполнением этой программы? С выполнением этой программы мы должны обеспечить достижение показателя обеспеченности качественным питьевым водоснабжением в размере 75,8%. Соответственно, большинство населения республики должно получить уже в своих домах чистую питьевую воду. А внесет ли пандемия изменения в сроки и суммы реализации программы? Ведь речь идет о большом объеме работы и крупных затратах. Да, у нас небольшие проблемы с этим имеются по существующим объектам, да, это касаемо того, что у нас курс доллара плавает, также у нас вот те ограничения, которые установлены по всей России по передвижению граждан, в том числе рабочих, да, они тоже как бы влияют, но таких больших рисков мы пока не видим, мы периодически как бы контролируем ход строительства, которое на сегодня ведется, и у нас такого сильного отставания от графика не имеется на сегодня. А про финансирование, какая часть средств на программу уже есть и какую еще только предстоит изыскать? В целом программа стоит по расчетной потребности порядка 10 миллиардов рублей. Из них за счет федерального бюджета на сегодня предусмотрено 3,2 миллиарда рублей. Также предусмотрено софинансирование из республиканского бюджета в размере 32 миллионов рублей. Также мы предусматриваем привлечение частных инвестиций. Это новый механизм, который начал работать с конца прошлого года. Это финансирование концессионных соглашений. У нас уже одно концессионное соглашение по водоочистной станции Верхневилюйского района у нас уже находится на стадии согласования. И при успешной реализации у нас вторым этапом идут сети водоснабжения села Верхневилюйское, которые пойдут по данной программе. А кто эти частные инвесторы? На сегодня потенциальным инвестором по этой частной концессионной инициативе является акционерное общество «Водоканал». В этом году также активно реализуется программа развития системы водоснабжения Вилюйской группы улусов. Она тоже входит в региональную программу «Чистая вода» или нет? Да, она как бы имеет комбинированное финансирование. Основное финансирование, как мы знаем, осуществляется за счет средств Алроса, которые перечисляются в фонд будущих поколений. По той программе, которую мы приняли в прошлом году, мы реализовали те мероприятия, которые вот по водовозкам, 10 единиц водовозной техники приобретены, 14 водоочистных станций строятся на сегодня, 6 из которых уже подают чистую воду, и в ближайшее время все остальные тоже подключатся. Да? Также ведется исследование скважин
В прошлом году пробурены скважины в селе Сунтар. Также идут обследования в 6 населенных пунктах для использования подземных вод. А какие задачи нужно решить в этом году по программе «Чистая вода»? По задачам на сегодня у нас реализуется строительство, реконструкция, то есть водоочистной станции в городе Алекминск. Срок завершения у нас в текущем году. Также мы объявили торги через службы госзаказчика на заключение контракта по строительству и реконструкции водоочистной станции в городе Покровск. Это переходящий, поэтому задача текущего года завершить Алекминск, подать чистую воду, начать строительство водоочистной станции в городе Покровск. А входит ли в перечень реконструкции водопроводная система? Ведь во многих населенных пунктах, в том числе и в Якутске, она очень изношена. Да, программа предусматривает реконструкцию сетей водоснабжения. Это все предусматривается по проекту. У нас была проведена соответствующая инвентаризация водоснабжения всех объектов по республике, в результате которой у нас выявлены, больные точки всех систем водоснабжения, где-то не хватает водоочистной, то есть вода забирается с реки или там с источника водоснабжения напрямую. Второе – это изношенные сети. Если даже с учетом имеющейся водоочистной станции, изношенности сетей у нас качество воды ухудшается. Поэтому вот эта инвентаризация она позволяет подобрать тот объем работы, который необходим для обеспечения качественной водой. А какие технологии? В том числе по замене сетей в городе Нерюнгри в текущем году, не программный объект, это реконструкция осуществляется в рамках точек роста, так называемых, да, и на 2 года у нас также предусмотрено финансирование в размере 400 миллионов. Из них 396 миллионов – это федеральные средства, которые выделяются Минвостокразвития. А что касается технологий водоочистки, какие будут применяться в объектах? Технология очистки, она абсолютно разная, напрямую зависит от исходной качества воды, то есть в каждом источнике у нас свои особенности. Да? Соответственно, на начальном этапе предпроектных работах у нас отбираются анализы исходной воды, они вносятся в системы перспективных технологий, справочных перспективных технологий, которые автоматически подбирают необходимые технологии очистки воды, которые в дальнейшем включаются в проектное решение. А вот подземные источники, они насколько широко у нас используются в качестве питьевой воды? И как министерство взаимодействует по этому вопросу с учеными? У нас подземные источники воды являются также альтернативным источником в тех населенных пунктах, в которых у нас не имеется основного источника. Да? Например, у нас есть риски по Вилюйской группе, где была технологическая авария, да? Соответственно, по ним у нас осуществляется поиск подземных вод, в том числе с участием федерального бюджета, в том числе программы Вилюйской группы через Алроса. Также у нас подземные источники имеют большие населенные пункты, как город Нерюнгри, город Алдан. То есть подземные источники зачастую у нас являются основным источником водоснабжения. И вот реализация программы сможет ли 100% решить проблему нехватки качественной питьевой воды в республике? 100%, то есть абсолютно все население у нас, естественно, не получится обеспечить, но следует отметить, что у нас наконец-то по России, да, началась политика по обеспечению и повышению качества питьевого водоснабжения, потому что, как мы знаем, источник это вода – это источник жизни, и, соответственно, с учетом реализации, в результате реализации этой региональной программы «Чистая вода», у нас, надеюсь, что большинство населения у нас получит питьевую воду. Виктор Дмитриевич, спасибо большое за беседу.